Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сергей Азми. Здравствуйте. Сегодня под руководством председателя города Душанбе, председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялась 18-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва. Под руководством председателя города Душанбе, председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялась 18-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва. В работе сессии приняли участие первый заместитель и заместители председателя города, руководитель аппарата и руководители структурных подразделений аппарата председателя города, городских предприятий и учреждений, председатели районов города, руководители правоохранительных органов, местных структур, центральных органов исполнительной власти и представители средств массовой информации. В начале депутаты избрали секретариат сессии и утвердили вопросы повестки дня и регламент работы. Депутаты обсудили ход выполнения постановления председателя города Душанбе от 12 сентября 2023 года об утверждении плана мероприятий по посадке и озеленению в городе Душанбе осенью 2023 года и весной 2024 года. На эту тему выступил с докладом отраслевой заместитель председателя города Душанбе. Уважаемый Рустами Эмомали поручил заместителю председателя города Душанбе совместно с председателями районов и другими соответствующими структурами активизировать работу по благоустройству и озеленению, обеспечению охраны окружающей среды, санитарии, посадке сезонных цветов, озеленению и поддержанию чистоты улиц и проспектов, парков и скверов, а также вокруг магистральных автодорог на въезде в город. Наряду с этим, в честь празднования 33-й годовщины государственной независимости по субботам и воскресеньям организовать коллективные хашары с участием работников организаций и предприятий, учреждений образования и здравоохранения, а также представителей общественности столицы по уборке улиц и проспектов, поселков и махалей. В продолжение сессии депутаты обсудили ход реализации плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе по реализации указа президента Республики Таджикистан от 22 июня 2023 года о мерах по расширению безналичных расчетов и заслушали доклад заместителя председателя города Душанбе по данному вопросу. Председатель Маджлиса народных депутатов города Душанбе дал конкретные указания и поручения первому заместителю и заместителям председателя города Душанбе и другим соответствующим структурам по расширению безналичных расчетов во всех сферах и контролю над процессом их осуществления. Вместе с тем, было поручено постоянно принимать срочные меры в связи с активизацией работ по безналичным платежам в направлении уплаты налогов, других обязательных платежей и всех видов услуг во всех организациях и предприятиях на территории столицы, независимо от форм собственности. Затем был обсужден процесс реализации стратегии развития промышленности в Республике Таджикистан на период до 2030 года и ход реализации плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе в этой сфере, а также заслушан отчет отраслевого заместителя председателя города Душанбе по данному вопросу. Уважаемый Рустами Эмомали поручил заместителю председателя города Душанбе, куратору отрасли совместно с председателями районов города Душанбе и соответствующими структурами принять необходимые меры по реализации стратегии и плана мероприятий органа по объявлению 2022-2026 годов годами развития промышленности, строительству новых производственных цехов и предприятий, вводу в эксплуатацию предприятий, приостановивших свою деятельность, созданию новых рабочих мест, укреплению развития экспорта и расширению экспортных возможностей, а также вводу в эксплуатацию предприятий, открытие которых запланировано в установленные сроки. Затем депутаты обсудили итоги социально-экономического развития города Душанбе в первом полугодии 2024 года и задачи на второе полугодие.
В этой связи был заслушан доклад первого заместителя председателя города Душанбе. Первому заместителю и заместителям председателя города Душанбе совместно с председателями районов города и других соответствующих структур было поручено принять меры по своевременному и качественному выполнению работ в честь празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, укреплению процесса фундаментальных работ в образовательных, дошкольных, социальных, медицинских и других инфраструктурных учреждениях. Также для устойчивого развития столицы необходимо принять меры по привлечению прямых инвестиций, активизации работ по реализуемым проектам и привлечению щедрых предпринимателей к работам по благоустройству и созиданию. Наряду с этим для качественного выполнения отраслевых программ активизировать работу в сфере образования и здравоохранения, культуры и туризма, водоснабжения и канализации, электричества и отопления, транспорта и коммуникаций, по делам женщин и семьи, молодежи и спорта, принять все необходимые меры для эффективного и целевого использования бюджетных средств, обеспечения прозрачности их расходов, поиска новых источников доходов, выполнения налогового плана, сокращения налоговых недоимок. Депутаты также обсудили и одобрили ряд решений, принятых председателем города Душанбе в важных сферах градоуправления. При подведении итогов работы сессии председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, призвал присутствующих активизировать работы по благоустройству и созиданию в столице с целью достойного празднования 33-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан и активизировать развитие жизненно важных направлений градоуправления. На этом 18-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 6-го созыва завершила свою работу. К другим темам. В рамках всестороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией десятки тысяч таджикских студентов обучаются в российских вузах. В Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы таджикские студенты осваивают востребованные в Таджикистане специальности, отвечающие международным стандартам. Еще одно достижение таджикских студентов. Бехрузу Хайдарову вручили диплом магистра с отличием, красный диплом об окончании престижного Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Хайдаров Бехруз Каримович, Таджикистан. Программа обучения, судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура и другие направления. Дипломную работу защитил на английском языке. Тема – международное сотрудничество правоохранительных органов государств-участников региональных организаций по борьбе с преступностью. Диплом об окончании с отличием магистратуры Юридического института Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и почетную грамоту ректората вручил ректор РУДН Олег Ястребов и президент Российского университета дружбы народов академик Владимир Филиппов. И нам очень приятно, что почетную грамоту ректората также получают наши иностранные выпускники. Хайдаров Бехруз Каримович, Таджикистан. Для нас, родителей, большая честь, гордость и огромная радость то, что нашему сыну Бехрузу вручили диплом магистра с отличием об окончании Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В этом вузе Бехруз освоил специальность юриста международного уровня. В будущем мой сын вернется на родину, в родной прекрасный Таджикистан, с тем, чтобы внести свой достойный вклад в защиту прав и интересов суверенного Таджикистана на международном уровне. Еще одно важное событие в жизни нашего сына – став победителем открытого интеллектуального конкурса, он поступил в аспирантуру в Институт права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
Он получил возможность обучаться на очном отделении по единственной внутренней квоте этой российской академии. Безусловно, все эти достижения осуществлены благодаря напутствиям лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Мы рады, что наш сын наряду с учебой занимается спортом. Он является членом сборной РУДН по дзюдо. Для меня большая честь и радостное событие сегодня с отличием, с красным дипломом окончить юридический институт Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, РУДН. После окончания университета я хочу вернуться на родину, став юристом-международником, внести свой достойный вклад, защищать интересы своей страны на международном уровне. Я защитил магистерскую диссертацию на тему международное сотрудничество правоохранительных органов, государств-участников, региональных организаций по борьбе с преступностью. Огромное спасибо основателю мира, национального единства, лидеру нации, уважаемому президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за предоставленные возможности. Я буду прилагать максимум усилий, чтобы достойно представлять свою страну на международном уровне. В Российском университете дружбы народов наряду с представителями из 170 стран мира обучаются и таджикские студенты, которые своей добросовестной учебой повышают имидж и авторитет Таджикистана за пределами страны. Карим Хайдар, Дишоди Хушпахт, новости. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.